Мысль понятна. Абдулгурам Миранович, вам слово. Ну, во-первых, это последствия той политики, которую проводил экс-президент. Никогда в истории Абхазии, в новейшей истории, тем более, когда были у нас противостояния политического характера, мы всегда с 2004 года не можем найти общий язык, но никогда в истории Абхазии не было такого, чтобы президент жаловался на свой народ в Российскую Федерацию. Я исхожу из тех материалов, которые мне доступны. Им будет дана правовая оценка, будем надеяться, позже. Можно напомнить все эти публичные выступления, когда вы понимаете, как построена логика принятия решений. В Российской Федерации, да и как и в любом другом государстве, выступление официального лица, тем более первого лица, воспринимают всерьез. Ну, там никто не может себе предположить, что там оказался какой-то случайный человек. Правильно? Выбрал народ, он легитимный президент, если он говорит, он обладает информацией. Соответственно, если президент Абхазии выступает и говорит, что в Абхазии есть прозападные силы, инагенты и так далее, соответственно, как я понимаю, ему потом задают соответствующий вопрос. А кого вы имели в виду? Я так полагаю, что не то, что полагаю, это есть и материалы тоже. Определенные списки отсюда отправлены, в которых и ваш покорный слуга тоже числится. Я. Вот, и не только я, многие из наших граждан. Теперь, что касается двоих граждан Абхазии, о которых есть информация, что они лишены гражданства Российской Федерации. Вообще, еще, знаете, что плохо? Что мы узнаем об этом из анонимных телеграм-каналов. Это первое. Второе. Вот эти два человека, это ветераны войны. В довольно молодом, одному там 18 или 19 лет было, другому 17 лет, они прошли всю войну. Один из них герой Абхазии. Вот если бы не такие ребята, как они, сегодня в Абхазии не было бы ни одного гражданина Российской Федерации, и решать некого было бы. Вот здесь в Абхазии находились бы силы НАТО, и история вообще всего Закавказья была бы совершенно другой. Это их потом и кровью добыта эта свобода. И это надо иметь в виду в первую очередь. Конечно, мы можем все это игнорировать, если у нас в отношениях горизонт планирования 2 понедельника. Да? Вот мы решили так сегодня. Но надо думать глубже и дальше. Гражданство Российской Федерации мы, граждане Абхазии, получили еще в начале 2000-х годов. Это решение, которое с большой радостью было воспринято в Абхазии. И народ до сих пор, я думаю, что это будет долго продолжаться, на протяжении всей нашей истории, с большой благодарностью относится к Российской Федерации. Я хочу отдельно подчеркнуть, Анна меня торопит, даже во времена блокады абхазский народ никогда не отворачивался от Российской Федерации. Хотя вы помните, вот здесь вы старшее поколение, сюда приезжали многие эмиссары с Запада, высокопоставленные лица, представители Евросоюза, представители Госдепа и так далее. Но Владислав Григорьевич четко и однозначно утверждал и говорил, он был прав. И он, кстати, в своей книге об этом написал, что придет время, когда Россию возглавят настоящие патриоты. И тогда все эти проблемы будут решены. И это время пришло. Но, к сожалению, когда, еще раз в завершение, Анна, завершаю, когда из Абхазии официальные лица направляют соответствующие материалы, соответственно, может быть, какая-то произошла ошибка. Я считаю, что не просто там какие-то запросы надо отправлять Бадра Зурабович, надо немедленно на это реагировать. Есть посол Российской Федерации в Абхазии. Это ошибка, которую нужно исправить. Кто-то допустил ошибку. Я так думаю, это мое мнение. Понятна ваша позиция. Следующий вопрос.